Здравствуйте, уважаемые зрители! Предлагаем вашему вниманию онлайн-лекцию «Искусство ткачества казахских мастериц». В ходе своего исторического развития казахский народ создал самобытную материальную и духовную культуру. Среди ее богатейшего и многообразного наследия одно из почетных мест принадлежит народному прикладному искусству. Его неотъемлемой частью является традиционное ткачество. Оно возникло в глубокой древности и на протяжении многих веков играло значительную роль в кочевой жизни, представляя собой источник важной культурной информации. Казахское традиционное ткачество – сложный и вместе с тем широко распространенный по всему Казахстану вид народного прикладного искусства. Практически каждая казахская семья в той или иной степени обеспечивала себя необходимыми предметами ткачества. Богатство и разнообразие орнаментального декора произведений, его колористические характеристики отражают богатый внутренний мир кочевого народа, подчеркивают тонкое чутье и неисчерпаемую фантазию казахской женщины, которая в нелегких условиях кочевого быта находила в себе силы и желание создавать прекрасное. В коллекции Государственного музея искусств имени Абылхана Кастеева имеются тканные изделия из всех областей Казахстана. Большую часть коллекции составляют предметы домашнего убранства – ковры, крепежные ленты, суммы различного назначения. На протяжении многих лет сотрудники ГМИРК имени Абылхана Кастеева занимались комплектацией и изучением коллекции казахского народного прикладного искусства, в том числе и предметов ткачества. Регулярные экспедиции сотрудников музея по районам республики позволили значительно пополнить выставочный фонд. Судя по различным археологическим находкам, история возникновения народного ткачества достаточно древняя. Результаты раскопок говорят о том, что еще в эпоху бронзы люди занимались прядением и ткачеством. Ткацкий станок и веретено использовали андроновские племена уже во втором тысячелетии до нашей эры. В 1949 году Сергей Иванович Руденко и Михаил Петрович Грязнов в горах Алтая благодаря успешным раскопкам обнаружили ковер, получивший название Пазырыкский. Этот ковер и фрагменты безворсовых климов считаются самыми древними находками, датируемыми IV-III веками до нашей эры. Было отмечено, что узоры на них очень близки к современным орнаментам алтайцев, казахов и тяньшанских киргизов. Роль и значение ткачества в прикладном искусстве казахского народа подчеркивается количеством изготовляемых предметов и широким диапазоном сферы их использования. Народные мастерицы изготавливали более 25 видов тканных изделий. Хозяева юрты, подобно опытным дизайнерам, создавали неповторимое в своем роде жилое пространство. Каждая хозяйка сама определяла в рамках сложившейся традиции, какие изделия необходимы для ее дома. Обзор юрты логичнее начать с подкупольного пространства, главным украшением которого служат узорные ленты баскур и бау и цветные кисти шашак. Баску, растягивая купольные жерди, уок и кереге по всему периметру, декорируя стык цилиндрической части, кереге с куполом, придавали юрте празднично-парадный вид. Бау, пересекая купол по диагонали, размещались между деревянными жердями и войлочным покрытием, а также служили для скрепления наружных войлочных покрытий. В зависимости от назначения существует множество разновидностей бау: кереге бау, бельдік бау, жель бау, ортанғы бау, үзік бау, шанырақ бау, шекпен бау, тангыш. Шашак, разноцветные кисти, справедливо считаются важным украшением интерьера юрты и предназначены не только для декоративных целей, но и в качестве оберега. Они используются как самостоятельно, так и являются декоративным дополнением для других тканных изделий. Одно из значительных мест в убранстве казахской юрты занимают настенные ковры – ворсовые, токтоклем или халоклем и многочисленные безворсовые. Коврами украшали и утепляли кереге юрты, застилали ими полы, при перекочевках коврами покрывали навьюченного верблюда, украшая караваны. Ковры были обязательной составной частью приданого невесты, их дарили на юбилей дорогим гостям, оборачивали в ковер тело человека, провожая в последний путь.
Ворсовые ковры развешивались по окружности юрты справа и слева от почетного места төр. Особенное звучание придавали интерьеру юрты многоцветные полосы алаша. Создавался своеобразный ритм благодаря чередованию широких и узких, однотонных и орнаментированных полос, легких и насыщенных, развешанных на кереге и постеленных на пол среди черно-белых и цветных текеметов и сырмаков. Тонкий изящный рисунок орнаментального декора кижем-тиру алаша наполнен сдержанностью и строгостью. Эти изделия успокаивали и располагали к отдыху. Узоры, словно девичьи косы, усыпанные украшениями, играют разнообразными вариациями орнаментальных сочетаний. Для тирме алаша характерен более крупный декор, где один мотив повторяется по всему полю ковра, а широкие полосы циклично меняют цвет орнамента и фона. Эти изделия очень нарядны и создают атмосферу праздника, поднимая настроение. В широком ассортименте мастерицы ткали и различные небольшие изделия, необходимые в быту. Тусянеш, дорожка, клемще, коврик, жайнамаз, молитвенный коврик. Мастерицы изготавливали до 14 типов всевозможных сумм и чехлов, необходимых для хозяйственных нужд. Переметные суммы коржен использовались в хозяйстве для перевоза поклажи на вьючных животных. Помимо своего прямого назначения, сумма имеет ритуальное значение в свадебной церемонии. Большинство сумм вывешивали на кереге с помощью концевых петель. Многовариативные небольшие тканые изделия на первый взгляд не играют существенной роли в пространстве юрты, но их вклад в общей массе очень значителен. Так как большинство из них вывешивается на кереге юрты, то в общем ансамбле на контрасте с большими коврами они создают равновесие больших и малых форм. Здесь мы наблюдаем тот же принцип, что и в композициях ковров, где крупные модули сочетаются с более мелкими, заполняющими свободное пространство между основными фигурами. Баскуры, протянутые по всему периметру юрты, словно выполняют роль бордюрной полосы. Получается, что все пространство кереге – это один большой ковер. Можно сделать вывод, что казахский народ в совершенстве владел навыками организации жилого пространства. Юрта – это не просто жилище, она образец порядка и гармонии. Тканые изделия казахов вмещают по меньшей мере 5 качеств: неотъемлемая функциональная значимость, декоративная роль в интерьере юрты, обрядовая, религиозная и охранительная. Последнему пункту уделялось особое значение. Наиболее очевидно это просматривается в Акбаскур, где мастерицы намеренно включали в орнаментальный строй изображения ювелирных изделий, оберегов. Например, тумар – мотив треугольной формы и женское нагрудное украшение оныржиек. Сам орнамент по сути является оберегом. Каждому изделию присуща своя вековая история. Формы изделий, их композиционные схемы и мотивы формировались в течение долгого времени, видоизменяясь и совершенствуясь в зависимости от материальных и духовных потребностей своих создателей. Шерсть не случайно называют золотым руном. Она поистине кладезь кочевого народа, и не случайно овца у казахов является тотемным животным. Широка область применения этого незаменимого материала. Изготовление войлока и тканых изделий напрямую зависит от наличия этого сырья. За свою многовековую историю люди в совершенстве овладели навыками обработки шерсти, изготовления из нее необходимых в быту вещей, жилья, одежды, предметов ткачества. При выборе шерсти для ткачества учитывалась крепость, длина, мягкость, цвет и блеск. Процесс подготовки сырья трудоемкий и подразумевает следующие этапы: стрижка шерсти, мойка, окраска, расческа или теребление, изготовление пряжи. Шерсть весенней стрижки овец жабахжын с давних пор служила у казахов основным и единственным сырьем для ткачества. В ручном ковроткачестве около 50% трудовых затрат приходилось на трудоемкие вспомогательные процессы подготовки пряжи.
Древний способ изготовления нитей сохранился и до сегодняшних дней. Нитки придутся на веретене оршек, представляющем собой палочку с пряслицей, которая увеличивает обороты вращения веретена. Важным звеном технологической цепи подготовки материалов является процесс окрашивания пряжи. Он требует от мастерицы большой затраты труда и времени. Крашение производится с помощью красителей органического и неорганического происхождения. Компоненты, необходимые для окраски пряжи, ковращицы получали сами из местных природных материалов. Окраска пряжи сопровождается предварительной протравкой и последующим закреплением или фиксацией красящего вещества. Для протравливания используют квасцы. Пряжу погружают в кипящий раствор и кипятят несколько часов, после чего промывают в холодной воде и развешивают для просушки в хорошо проветриваемых местах, избегая прямого попадания солнечных лучей во избежание неравномерной окраски. Подготовка станка к ткачеству – это один из ответственных моментов, от которого будет зависеть весь последующий процесс ткачества. Станки представляют собой несложные конструкции. Материалом для станков обычно служили жерди, стволы небольших в диаметре деревьев. Существует три вида станков – горизонтальный, вертикальный для ковров и узконавойный ткацкий станок Ормек для изготовления тканых полос бау, баскур, алаша и других небольших изделий. Размер станков определяется размером будущего изделия. В народе известно около 14 способов выявления орнамента. Перечислим некоторые из них. Техника ткачества такыр. Техника простого продольно-поперечного переплетения нитей основы и утка. Применяется для изготовления полотнянки, образующей начало и завершение ковров. С помощью этой техники изготавливали тыльные стороны чехлов и другие виды тканых изделий, имеющих лицевую и изнаночную стороны. Техника, применяемая при ткачестве паласных изделий типа алаша. Ткется она на узконавойном ткацком станке. Техника терме используется для создания многих изделий, таких как кызылбаскур, кызылбау, алаша и ряде других безворсовых изделий. Она является одним из уникальных и красивых способов выявления орнамента. Техника кижим-тиру применяется при изготовлении безворсовых ковров, алаша, мелких изделий. Она является одной из распространенных техник. Смешанная техника, где используются два вида ткачества – обычная, создающая фон изделия, и техника ворсового ткачества, образующая орнамент. Техника без кисти. Точно так же называются и безворсовые постилочные ковры. За счет дополнительного цветного утка на поверхности образуется орнамент путем перебрасывания нитей утка через несколько нитей основы в зависимости от рисунка. Техника бидай-тиру или эру. Поверхность изделия, сотканного в этой технике, имеет своеобразный рельеф на лицевой части, напоминающий ряды кос, плотно прилегающих друг к другу. Техника такыр. Эта техника двусторонняя. Орнамент имеет ступенчатый абрис. Особенность данного вида заключается в том, что при создании орнамента по вертикали остаются прорези по контуру рисунка, которые, однако, не нарушают целостности изделия. Под корень отрезанные двойные ворсовые узлы образуют оригинальную технику ткачества, применяемую в большинстве своем для выявления орнамента в ак-баскур. Техника ткачества баспа. В крепежных лентах ак-баскур встречается также односторонняя техника ткачества, где дополнительной уточной нитью разных цветов формируется рисунок орнамента. За счет наложения нитей поверх основного белого полотна рисунок выступает над его поверхностью. Техника, где цветные нити не переплетаются с основой, а закрепляются дополнительной уточной нитью за нити основы методом обмотки. Для изготовления узкой тесьмы
применяли технику ткачества, осуществляемую с помощью дощечек с отверстиями. Этим способом ткали пояса и узкие узорные ленты шириной 3-5 см. Кроме того, известно плетение тонких тесемок пальцами, которое называется шалу. Классическая техника ворсового ткачества применяется для изготовления ворсовых ковров и других изделий меньшего размера. Известен полуторный и двойной узлы. Существует еще одна техника ворсового ткачества, которая применяется для создания ворсовых баскур. Эта техника отличается от классической тем, что обратная сторона изделия остается без явно выраженных узлов. Композиция казахского ворсового ковра – это сложная замкнутая система, развивающаяся по строго определенным внутренним законам. Ворсовым коврам присуще контрастное сочетание теплых и холодных тонов. Такие художественные особенности, как графически четкая композиция геометризированного узора и колористическое согласование теплых и холодных цветовых сочетаний. Распределение орнаментальных мотивов в ворсовых коврах осуществляется по традиционной схеме. Это наличие центрального поля (койль) и окаймляющего его бордюра (коршау). Рисунок центрального поля подчинен традиционному композиционному сценарию. Ведущий мотив представляет собой рапортное повторение одного, реже нескольких геометрических фигур, расположенных в один, два и более ряда, заполненных узорами. Розетки центрального поля ковров в отдельных регионах Казахстана называются по-разному: кумбес, төбе, табак, жылдыз и так далее. Существует множество разнообразных мотивов, используемых для декора центральной части ворсовых ковров. К самым распространенным можно отнести 16-угольные розетки жылдыз. Центр розетки образуется ромбовидной фигурой с различными орнаментальными вариациями. Накопленный веками запас изобразительных впечатлений об окружающем мире казахский народ воплотил в своем богатом орнаментальном искусстве. В декоре тканых изделий применяются геометрические, космогонические, растительные, зооморфные, предметно-бытовые и антропоморфные мотивы орнамента, в которых образы живой природы тесно переплетаются с отголосками древних верований космогонических мифов. Творческое наследие талантливых мастеров, выражающее духовную суть народа, имеет огромное значение как для объективного осмысления его места в культурном пространстве, так и стимулирования развития этого искусства в дальнейшем. Ткачество – это древний символ космического творения, представленный как непрерывный процесс, в котором приходящие события, нити, вплетенные в вечно меняющийся рисунок на неизменной основе. Ткацкий станок словно инструмент сотворения Вселенной, на котором ткется и судьба человечества. Есть категории, неподвластные течению времени. К ним можно отнести и наследие народного творчества, такого простого и ясного, и вместе с тем непостижимого и загадочного. Благодарю за внимание.